Здравствуйте! Тема исследования «Деревенские мотивы в резьбе наличников Солобоевского сельского поселения». Не то дорого, что красное золото, а то, что доброго мастерства, народная мудрость. Народное искусство – сложное и многогранное явление культуры. Понятие это очень широкое и глубокое. Широкое потому, что охватывает многие виды народного творчества – зодчество, музыку, танцы, фольклор, бытовое искусство. Глубокое потому, что живет вместе с народом, уходя корнями в седую древность, развивая наши дни, при этом нося элементы современности. Цель – исследовать деревянную резьбу оконных наличников, тем домов, которые были построены еще в XIX и в начале XX веков в селах и деревнях Солобоевского сельского поселения. Задача – отметить индивидуальность, сравнить наличники разных эпох, выявить мастерство деревянного зодчества, наметить общую картину формирования и развития деревянного зодчества, заснять на пленку наиболее интересные наличники. Методы. Практические. Фотографирование наличников. Теоретические. Знакомство с литературой, документами школьного музея. Приемы. Встречи с местными жителями, беседы мастеров разных поколений. Актуальность. Будет сохранена история каждого деревянного дома, как архитектурного памятника прошлого, и пополнится фонд школьного музея. Новизна. Данная работа может быть использована для написания истории населенных пунктов Солобоевского поселения, а значит несет определенную ленту в историю Пресетья. По улице Советской есть дом, построенный в конце XIX века, в котором жила семья Солобоевой Марии Ивановны. Мужа ее никто не помнит. Верхняя часть увенчана растительными орнаментами, большими и маленькими розетками, которые соединяют с собой ажурный зигзаг. Валюты поддерживают карниз дома. Украшением подоконной доски являются завитки и малые розетки. Есть в нашем селе на улице Заречная очень старый дом. Построен он был еще в XIX веке, и жили в нем сразу же несколько семей, и все они были родственниками Солобоевой Исай Григорьевич с семьей. Семья состояла из 9 человек. Семья Анфилофьева Егора Васильевича состояла из 3 человек. Удивительным мастером является Зазулий Филипп Андреевич. К нам в Сибирь его судьба забросила в военные годы, так как по национальности он немец, и семья была отправлена, как тысячи немецких семей, в Сибирь. Построил самый красивый дом в конце 50-х годов по улице Советской. Верхняя часть наличников украшена розетками, растительными орнаментами. Валюта украшения из специальных завитков, которые расположены по обе стороны наличников. На подоконной доске мастер использовал растительные орнаменты и геометрические уголки, розетки и зигзаги. Деревня Малыши расположена на небольшом расстоянии от села Солобоево. Ближе к реке Исеть на высоком месте стоят 2 дома. Они относятся к концу XIX века. На этом доме очень красивые наличники. Верхняя часть наличника оформлена узорчатыми валютами, наверху которой есть маленькие башенки. В верхней части наличников по центру валюты и по обе стороны 2 крупные розетки. Боковые части наличников украшены ленточными орнаментами. Посередине их разделяют выпуклые уголки. Подоконная доска имеет валюты по краям, и в центре ее арабеска, сочетание геометрических и растительных композиций. В данный момент в доме проживает Шведова Нина Семеновна. Когда-то деревня Ботники считалась самой красивой и уютной в колхозе «Победа». В 1955 году из деревни Хрипуны в деревню Ботники был переведен дом Мездрина Андриана Ивановича. Он был очень большой, его разделили на 2 дома и поставили в разных местах. Из истории Пресетья мы знаем, что Красногорский острог возник в 1671 году. Многие дома перевезли из деревни Яр в 60-70-е годы XX века. Наличники на домах не имеют свою прежнюю красоту и просты по выполнению,
по выполненной резьбе. Последняя деревня, которая входит в состав Солобоевского сельского поселения, это Станичная, родная деревня моего дедушки Мякишева Петра Спиридоновича, участника Великой Отечественной войны. На фасаде дома расположены 4 окна. Верхняя часть наличника имеет валюты, которые плавно переходят в стверчатые дуги, и заканчиваются они розетками. Между розетками есть растительные орнаменты. Ленточные орнаменты украшают боковые части наличника. Подоконная доска имеет лучковое оформление, а также на ней оформлены выпуклые прямоугольники. В нашем школьном музее есть несколько наличников разных эпох XIX века, середины XX века и начала XXI века. Солобоевский поэт Ахметов Виктор Алексеевич по нашей просьбе сочинил стихотворение о деревне. Загляни в деревеньку любую и в большое село загляни. Не похожи одна на другую, есть изюминка в каждой из них. Здесь на улицах тихих, укромных, деревянный накинут наряд. Небогатый, но милый и скромный, деревенские избы стоят. А меж них горделиво и прямо новостройки дома вознесли. Современный дизайн, модный самый, неожиданный, словно сюрприз. Жизнь идет чередом и повсюду, для себя люди строят дома. Хорошая земля — это чудо деревня сама. Спасибо за внимание.